На самом деле не солист лицо театра, А кто? балетной труппы, а кардебалет. Да? Профессионалы, они по одному солисту никогда не будут судить. Они будут судить по кардебалету. Такое ощущение, как будто бы мир балета, мир довольно суровый. Да, то есть к этому надо быть готовым. Такие есть, такие есть. Да? Почему-то меня считают очень современным хореографом, а я себя такого не считаю. А я тоже так считала, между прочим. Екатерина Тайшина, главный балетмейстер Государственного театра оперы и балета имени Сивцева Сорена Малона. Екатерина – гордость Якутского хореографического училища, которое она закончила с отличием, после чего 17 лет посвятила Государственному театру оперы и балета в качестве ведущей солистки балета. Как хореограф-постановщик по приглашению работала в Башкирском государственном театре оперы и балета и в хореографическом колледже имени Нуреева Республики Башкортостан. Неоднократно представляла республику в регионах России и за ее пределами. Является лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов. Катя, здравствуй. Я очень рада, что ты нашла время. Добрый день. Добрый день. В начале сезона, я так понимаю, что это пора горячая. Да. Есть такое убеждение, что все мы родом из детства, соответственно, люди, которые смогли реализоваться и нашли свое призвание, это люди, которые всю жизнь шли за какой-то своей звездой, а значит, предположительно, с детства знали, кем они будут. В твоем случае как это было? В моем случае, на самом деле, мне очень повезло. Я с детства хотела танцевать и была очень творческим ребенком. И мне повезло, что моя мама сразу обратила на это внимание. Просто не все родители могут увидеть потенциал, да, в детях, к сожалению. Вот. И как-то мы всей семьей были творческие. У нас 4 детей было. Брат, он играл на гитаре, тоже, по-моему, пел и в группе играл. Да? Мы втроем, моя старшая сестра и мой младший брат, мы втроем танцевали. Мама нас отдала сперва, я не помню, «Улыбка» или как называлось. Ну, в детский коллектив. Да, танцевальный, вот в ДК Кулаковского. Раньше был, а сейчас также называют ДК Кулаковского же, да? Дом дружбы народа. Дом дружбы народа. Некоторое время Да, уже. да. Да. И мы были солистами в «Сюрпризе». Лет 6 мы танцевали там. Оказывается, Да, эстрадные танцы. Да, да, эстрадные танцы. И все-таки мама видела в нас потенциал, и меня с моим младшим братом отдала в то время. Это был набор в балетное хореографическое отделение, да, при музыкальном училище. И вы закончили оба? Да, мы оба закончили. А брат? Но Саша решил, все-таки он был очень скромный, он был очень талантливый, он был очень балетный и красивый, на сцене он очень хорошо смотрелся, но он был очень скромным, стеснительным, и вот это вот, когда люди на него смотрят, он всегда чувствовал дискомфорт и решил уйти в программисты. И теперь он программист? Да. Как интересно. А старшая сестра? Или вот еще же Старшая сестра? сестра у меня экономист. А, теперь экономист. Ну, Но тоже не она- стала танцевать. Она танцевала и в РЛе очень долгое время, и вообще она тоже творческая все-таки натура. И до сих пор она то на ушу, то на йогу, то на танцы. Она везде, да, и спортом занимается, очень активный образ жизни у нее. А я хотела спросить, вот обычно так поддерживают детей в плане творчества родители, которые связаны с творчеством. Кто ваши родители? Моя мама действительно творческий человек. Она любила петь. Она, вот как ни странно, в свое время всегда, вот когда показывали по телевизору балеты, она очень любила это все. Но, к сожалению, в этом плане она никак, так жизнь. Такая судьба, что она вот все-таки раскрылась и занималась больше нами. У нас дедушка Как был мама, инвалид, да. И за нами, за детьми, к нам постоянно приезжало огромное количество родственников, да, то есть она
была нашим оплотом и поддержкой всю жизнь. Ну, сейчас она, наверное, тогда очень гордится, Да, конечно. когда видит, что в дочке реализовано то, что, может быть, она для себя хотела. Она очень любит театры, она посещает по возможности мероприятия, но сейчас она все так же продолжает теперь за внуками смотреть. Скажи, пожалуйста, сколько лет прошло с тех пор, как ты оставила карьеру балерины? Это 2017 год. Ну, уже порядочно. И с Да. тех пор И с тех хореограф. пор, да. Сейчас я как главный балетмейстер ставлю. У нас очень напряженный график. Я вижу по афише, как у вас вы премьеры только успеваете выдавать. Да, получается, что у меня за сезон я должна поставить 2 премьеры балетные. Плюс обязательно 2 оперные премьеры. Вот это тоже интересный опыт какой-то. Это какой-то новый тренд, да, когда балет интегрируется в оперу. Или давно существующий, может, я чего-то не знаю. Балет, он всегда был в опере. Просто он был не так... Он был фоновым, Ну, да, сильно больше. фоном был, а Да. сейчас же вот такие большие вставки в Нюргенботере, например. Да. Они прекрасные, они такие самодостаточные. Была проделана очень огромная работа с Андреем Савичем. И я так ему благодарна за то, что он позволил, вот, чтобы балет все-таки был не просто фоном, да, Да. а чтобы позволил раскрыться мне и как хореографу, и балету раскрыться. И вообще там синтез же большой, там и театр Лонхо, и филармония на премьере была. Там интересно очень вообще, конечно, такой микс всего. Да. Очень интересный опыт. А скажи, пожалуйста, вообще, ну, поскольку хореограф, то есть постановками ты интересуешься довольно давно, собственно, мы так и познакомились, да, как с постановщицей танцевального номера с тобой. Балерина и хореограф-постановщик. Что между ними общего и что между ними все-таки кардинально разного? Не каждая балерина может быть хореографом, Это 100%. и не каждый хореограф может быть хорошим артистом балета или балериной. В этом смысле... И режиссером. Да. Я, например, сама работаю как и режиссер, и к музыке я очень щепетильно отношусь, стараюсь. И также мне очень важно видеть и принимать эскизы, декорации. Это все должно... Все равно частичка меня везде есть. И Ну вот сейчас, буквально перед записью, согласовывала афишу до миллиметра. да, Да, то есть Обязательно. вплоть до этого принимаешь участие во всех процессах. В костюмах тоже? да, ну, начинается с эскиза все. Мгм. Да? И да, и подборка ткани тоже, если у меня совсем хватает времени на это, то мы обязательно этим занимаемся. Сейчас как раз мы начинаем подготовку к детскому балету «Алиса в стране чудес», двухактный балет полнометражный. Обязательно приходите, приглашаю всех зрителей. Это будет очень интересно, сказочно. И вот завтра как раз сяду за будем сидеть с художником, работать по эскизам, по декорациям. Все лето я работала с композитором над музыкой, потому что это тоже вот хореограф — это не только постановка танцев, да? Если ты ставишь балет. Все начинается далеко за. Так, с чего Да. начинается? Все начинается с мечты, как известно. Да, идея. Мгм. Идея, согласование, опять-таки финансы, да, это все должно быть учтено. Музыка, что очень важно. Сейчас музыку мы пишем специально для балета, то есть это никакая не подборка, то есть это совершенно наш авторский балет будет. Его Это вот нигде конкретно нет, «Алиса да. в стране «Алиса в чудес». стране чудес», да. Мгм. Работала я с московским композитором Русланом Мурсикаевым. То есть там полностью ты описываешь каждое действие поминутно, посекундно, настроение, характер, что в этот момент делают персонажи. То есть уже там идет очень глобально, полностью режиссерское построение всего спектакля. То
То есть это режиссерская работа и плюс продюсерская в какой-то части, наверное, да? Когда вот это вот подобрать людей, расставить их на нужные места, дать правильные, точные задачи. Да, конечно. И сейчас, раньше я сама писала либретто, сейчас у нас такой хороший творческий тандем получился с нашим директором Владиславом Валерьевичем Левочкиным, который очень хорошо пишет. Да? Да. Он теперь сам пишет либретто? Это будет наш уже 3-й балет. А, Первый а два какие до этого? «Подвиг». Ты на «Подвиге» была? На подвиги нет. Как так? Надо сходить обязательно. Хорошо. Очень хороший балет. Там как раз я уже очень давно мечтала поставить именно на мужской состав Мгм. балетный. Там у меня весь мужской состав. Это очень красиво. А вообще мужчин стало больше? Или мне кажется? Или это какая-то прям, не знаю, что это, веяние времени, мода? Или это целенаправленная работа? Вообще их должно быть много. Вообще это не веяние, это не мода. Так должно быть. По-моему, у нас особо не поменялся штат. Количество, да, Да. имеется в виду? Конечно, хотелось бы больше. Вообще весь штат увеличить, потому что такие спектакли, как «Спартак», «Лебединый» все равно нуждаются в большом Мужчинах, количестве. Да. конечно. И мужчины, и девушки обязательно. С Владиславом Валерьевичем был балет «Подвиг». Далее «Сияющий камень». Очень хорошая «Сияющий премьера, камень». да. У нас кстати, мы попали в лонг-лист на «Золотую маску» с этим балетом. И сейчас отобрали. И вот в ноябре должны приехать еще раз комиссия, посмотреть. То есть мы еще услышим. Я надеюсь, я Да. очень на это надеюсь. Мгм. И вот там как раз у нас очень интересная коллаборация, которая началась уже с Нюргумботера, с театром Алонхо. Так. Да, и когда вот обязательно сходи, вот эта вот этномузыка, сочетание с симфоническим оркестром. Музыку, кстати, написал Кирилл Афанасьевич Герасимов. Тоже я с ним уже не раз работаю, у нас уже тоже очень хороший творческий тандем, друг друга очень хорошо понимаем, дополняем. И началось все с того, что нам хотелось, мне очень хотелось поработать над этно-стилем, и чтобы там были удаганки, верхний, средний, нижний мир. И это одноактный балет, он у нас идет 1:10, да, такой полноценный спектакль. И вот этот вот синтез, он очень хороший, интересный, где национальная музыка. Национальный колорит, во всяком случае, Да, есть в есть. симфонической музыке. Да? То есть они соединяются, отдельно симфонический оркестр и дополняет его вот этот этностиль, этномузыка. И для хореографа и для хореографии это совершенно другие краски. То есть если академическая музыка, да, все равно требует своих рамок, да, придерживаться своих правил. А вот именно с музыкантами театра Алонхо я вот в любимый свой стиль все-таки вышла, который мне очень хотелось давно поставить, показать. И артисты очень хороши. Вот про любимый стиль мы сейчас подробнее поговорим, а я бы все-таки хотела уточнить. Вот хороший исполнитель, какие качества ему присущи? Обязательно. Без чего невозможно стать хорошим исполнителем балетным? Ой, это трудяги. Так. Это обязательно нужно трудиться изо дня в день, кропотливо стоять, у станка обязательно. И я всегда говорю артистам балета, не надо ни с кем соперничать, и не надо Сравнивать. да, вот сравнение. Ты просто должен быть лучше Чем себя, вчера. да, чем вчера. Так, И еще тогда у нас идет развитие. еще какое Далее, качество? это, конечно, у всех есть все мои индивидуальности, и у каждого человека свои таланты. К примеру, начнем с того, что физические данные. Да? Вот природа дала тебе красивую внешность, мягкое, гибкое тело, правильные мышцы. Это все очень важно. Но если у тебя нет головы, к сожалению... Головы имеется в виду и интеллекта, анализа. Вот интеллект, если в танце артиста нет интеллекта, то это очень нехорошо, к сожалению. Еще очень важно быть стрессоустойчивым. Мгм. Потому что вот даже есть такие примеры, что талантливый, да, вот талантливый,
ну, ленивый, может быть. Но это как Он будто бы с знает- первым качеством Да, перекликается да. очень Вот сильно по поводу бывает того, очень что- много что. Вот талантливый и внешне одаренный, и что-то в нем есть, и как артист, и драматическое, и такое, но ленивый. Все, ты уже не можешь быть ведущим, ты не сможешь. Или же ты очень, или бывает такое, что очень мало данных тех, которые, ну, и по высоте роста, по ногам, по рукам, но настолько трудолюбив. И можно компенсировать Это недостаток можно, физики. Да? Конечно, понятно, что ты не будешь стоять прямо в принцессах, да, или же там в принце. Но есть характерные партии, есть сольные партии, которые, например, или Зигфрид, или Ротбард, да, к примеру, разница. Вот, так что трудолюбие и все-таки интеллект может победить физические данные. Да. Или у тебя есть, или ты артистичен, ты талантлив, у тебя все хорошо с внешностью, вроде ты стараешься очень, но нервы не выдерживают. Есть такие, которые вот у тебя уже финишная прямая, они раз не выдерживают, не могут выйти. И что тогда? Что тогда бывает? Это Вот человек потому в что стрессе, человек нервничает и... Огромный стресс. Это может быть неудачное выступление. Это может быть просто человек сдался, ушел на больничный, там получил травму или что, это все равно все сказывается. Потому что стрессоустойчивость здесь просто обязательно нужна. А командность важна Конечно, это тоже. в театре? Да. Потому что не только ведущие есть, но есть и корифеи, и солисты, двоечки, четверочки. Кардебалет на самом деле не солист лицо театра, А кто? балетной труппы, а кардебалет. Да? Профессионалы, они по одному солисту никогда не будут судить. Они будут судить по кардебалету. Как интересно. Тогда уровень виден. Уровень. Ну вот даже исходя из тех качеств, которые ты назвала, стрессоустойчивость, трудолюбие, командность, да, как все Артист. Нужно уметь артистизм, играть. да, артистизм. Вот такое ощущение, как будто бы мир балета, мир довольно суровый. Да, то есть к этому надо быть готовым. Такие есть. Поэтому прежде чем отдавать своих детей в такой сложный вид искусства, балет один из самых сложных, потому что вообще на самом деле вот все твое тело ты должен руководить каждым своим пальчиком. При этом ты должен хорошо показывать текст, физически ты все должен идеально делать, и при этом ты должен играть. То есть зритель должен понимать, что ты делаешь, о чем ты рассказываешь. Да? Влюблена ты, не влюблена, что случилось, это передавание. То есть арабеск, обычный арабеск, он может быть совершенно разный. Или ты делаешь его в «Лебедином», или в «Дон Кихоте», или в современном. И что ты выражаешь с этим арабеском? Арабеск может быть счастливый, драматичный, да, в печали, там, в страсти, или там огромное количество нюансов, которые артист должен уметь показывать. Это самое главное. Поэтому мы отличаемся. Артист балета там все-таки это немножко спорт у нас, это физический труд. Мы отличаемся тем, что мы должны все-таки наполняться творчеством изнутри. Душа — это очень важно. Твоя мысль в танце очень важна. Там очень много деталей и координация. Не все могут, да, просто даже элементарные вещи делать. А тут настолько все должно быть. А если это еще современная хореография, где пластика, это все очень сложно. Вот и еще при этом, при всем, нужно это все делать с ощущением легкости. Как будто тебе это вообще ничего не стоит. Да, вот это вот самое главное. Что это важно. Работу зритель не должен видеть. Он должен сидеть и получать удовольствие от прекрасного. Вот за это мы балет и любим. Вот по поводу современного танца вообще, да? Очень все меняется, мне кажется. Нет? Разница все равно большая между тем классическим балетом, который мы знаем, любим, и современными интерпретациями, которые предлагаются. Сейчас тенденция больше над совершенно современной хореографией. Сейчас интересны хореографы, которые не относятся вообще к балету. Да. Которые классики не знают.
Они, может быть, и знают, но они не занимались. Не занимались. Они, конечно, поступают в высшие учреждения, где им рассказывают, что это такое, показывают. Ну, то есть они не балетные хореографы сами по себе. Ну, например, человек всю жизнь специализировался на контемпорари, да? Да, и вот такие сейчас в тренде. Как интересно. хореограф. И, может быть, балет вот в такой стилистике. Да, сейчас театры как раз-таки стремятся и хотят экспериментировать в этом направлении. Почему тебе это не нравится? Нет, я не сказала, что мне это не нравится, но мне бы хотелось, чтобы это было как-то равномерно. Я хочу дозировано, да? То есть дозированно, как да. эксперимент. Да, а когда вот очень много современки в носках, вот это вот в обычной одежде, все-таки мне не хватает эстетики. Да? Почему-то меня считают очень современным хореографом, а я себя такого не считаю. А я тоже так считала, между прочим, потому что я помню прекрасно вот твои модерновые какие-то вещи. Ну, они у меня всегда соприкасаются с классическим искусством. То есть у меня неоклассика, и база у меня всегда классическая. Я могу сделать, да, что-то такое, но не совсем ухожу совсем в контемпорари или что-то такое, потому что все-таки для меня, как для балетного человека, это немножко чуждо. Да. И я это поняла еще, когда я училась в консерватории в Санкт-Петербургской, Римской, Корсакова. Там тоже уже тогда были тенденции того, что приходили учиться в основном, большая часть не балетные. Как интересно. Оказывается, так можно. Оказывается, так можно сегодня. Да? Да. Я не знала. Но это тоже неплохо, потому что балет тоже хочет выходить из рамок. Да, я думаю, что... Это тоже интересно. И должно быть. Вообще То есть мир какой-то становится этап. какой-то такой эклектичный. Все совсем смешалось и перестало делиться на виды, подвиды и так далее. Там есть какая-то такая тенденция. И балет, оказывается, тоже в этом участвует. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, а чем ты вдохновляешься? Наверное, вот постоянно быть в творчестве требует какого-то топлива, да? Откуда надо брать эти идеи, черпать? Это, конечно же, книги. Это кино. Это в первую очередь музыка. Это обычная жизнь. Мы же все берем из жизни. Это в любой момент тебя может настигнуть какая-нибудь идея. Даже в разговоре с тобой, к примеру. Там можно просто общаться, и какой-то инсайт Вдруг может какая-то произойти. идея. Ну, интересно. А скажи, пожалуйста, сын не имеет отношения к балету? Нет. Не имеет. Нет. Все об этом спрашивают. Да, это такой вопрос, который на поверхности как будто бы, да? Нет, я сразу сказала, что сын не будет артистом балета, да. Но это очень сложно. То есть своему сыну не пожелала такой судьбы? Я считаю, что только избранные могут находиться в этой профессии. Он у меня очень рассудительный мальчик, земной, в отличие от меня. Если я еще могу там как-то... мы очень хорошо друг друга дополняем в этом плане. С ним очень интересно разговаривать на разные темы, общение. Он очень практичный, такой рациональный, да. Вот мне нравится, что у нас есть такая с ним взаимодополнение, да? Да. И вот пока он для себя не решил. Сколько ему лет сейчас? Мы сейчас в 9 классе, 15 лет. Я уже его тороплю и сама, понимаю, я тоже люблю астрологию, психологию, и потихонечку мы с ним к этому идем. Да? Да. Имеется в виду, что чтобы понять, что же все-таки, куда ему идти, что делать. Сейчас как раз самый возраст такой исследовательский. Да, интересно, да. Удачи вам на этом пути. Спасибо. Время еще есть, да? Я думаю, Да. вы точно разберетесь с этим. У меня блиц. Я поэтому даже взяла шпаргалку, чтобы... блиц — это получается, что короткий вопрос, короткий ответ. Да? Любимая партия? Джульетта. Если не балет, то что? Дизайн, мода. Ой, как интересно. Или же, не знаю, все равно что-то очень творческое. Интересно. Если бы не Якутск, то какой город? Санкт-Петербург. Вау. Важнейшим из искусств является Человек. человек. Но человек в искусстве.
Как интересно. Хорошо. Завершающий. На что обязательно нужно сходить в этом сезоне в Государственный театр оперы и балета? Порекомендую вам премьеры наши. Это у нас вот недавно прошла премьера оперы «Риголетто». Очень хороший, интересный Восхитительная. спектакль. Очень динамичный, насыщенный. И не такой, как все. Он очень нас, необычный. Ты Не, была? не хочется спойлерить, но он необычный. Да, и я считаю, что обязательно нужно сходить зрителям на этот спектакль. И то, сколько там двигаются наши оперные певцы. Это дорогого стоит. Да. Вообще из балетов я рекомендую вообще на все спектакли ходить. Но у нас премьера в декабре «Алисы в стране чудес». Это будет очень интересно не только детям, но и родителям. Кто еще не успел на «Сияющий камень» сходить, в ноябре обязательно будет 2 спектакля. И, конечно же, это наши «Лебединое», «Ромео». Вот на днях, послезавтра у нас будет «Жизель». Да, и я вообще стараюсь давать больше премьер ведущим. Да, я меняю их, то есть стараюсь, чтобы они те же не танцевали, чтобы это было и им, да, интересно, самим артистам. И это, конечно же, очень развивает их. Быть в разных амплуа, как артистам. Ну и для зрителей. Да? Да, ведь? Дальше в будущем у нас «Пиковая дама» премьера весной. И мы должны закрыть сезон «Благословенными узорами». Национальный двухактный балет на музыку Кирилла Герасимова. Ой, тоже будет интересно, наверное, да? Спасибо большое. Спасибо большое, что нашла время, что к нам пришла. Мы с огромным удовольствием будем ждать, я надеюсь, следующих встреч, потому что мне, например, не хватило времени. Мне Потому тоже. что Как, мы уже все? Я бы очень хотела поговорить, например, о том, как помолодел балет вообще, да, какая молодежь Молодец. совсем другая. То есть с тобой, как с педагогом, было бы тоже очень интересно поговорить. Ну, я надеюсь, что будет такая возможность. Придешь к нам еще? Конечно. Зовите. Спасибо. Могу прийти с артистами, если надо. Круто, круто. Спасибо.